Вы зарабатываете на волонтерстве? Хочу всех разочаровать, там не очень большие суммы, то есть мы вообще не шикуем за эти деньги. Вы отказывали в помощи репрессированным медикам? К сожалению, всем помочь невозможно. Ёсць людзі, які знаходзяцца ў дзяржаўным сектары і дапамагаюць фонду медычнай салідарнасці. Кто знает, может быть, это Коля Лукашенко. Вам предлагали сотрудничество силовые структуры Беларуси или России? Да, меня выдернули сотрудники в кабинет. Яны хацелі, каб вы былі іх агентам. Они думали, что я вот сейчас расскажу, как вот были организованы эти все протесты. Если Лукашенко будет серьезно болен, вы окажете ему медицинскую помощь? Я бы хотел его спасти, чтобы он дожил до справедливого суда по закону. Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой вядомых беларусаў правяраюць на паліграфе. Падчас тэставання фіксуюцца фізіялагічныя параметры арганізму паводле некалькіх крытэраў. Затым гэтыя рэакцыі аналізуюцца, каб ацаніць дакладнасць паведамленай інфармацыі. Сёння прайсці правяранне на паліграфе наважыўся сузаснавальнік Баймедсол Андрэй Ткачоў. Андрэй, вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Зараз вы праходзілі нашае тэставанне на паліграфе. У меня ўжо ёсць вынікі нашага паліграфа, і мы з вами можам пачынаць. Вы зарабатываете на волонтерстве? Нет. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Само понятие волонтерства подразумевает то, что ты делаешь что-то бесплатно, там, в свободное время, от души. Когда я отвечал на этот вопрос, имелось в виду, конечно же, волонтерство, связанное с инициативой Buy COVID-19. Это помощь врачам в борьбе с ковидом. Первая волна ковида, когда пришла в Беларусь, там я действительно вообще ничего с этого не имел, потому что это была абсолютно такая волонтерская стихийная инициатива. Это не было, условно говоря, НГО. На чым вы зараз зарабляеце? Сейчас есть несколько источников доходов. Один из них – это работа в фонде медицинской солидарности, который является полноценным НГО со своей структурой, с должностями, с обязанностями и, соответственно, с зарплатой. Падчас таго, калі вы валанцёрылі, калі пачаўся ковід, гэта займала большую частку вашага часу? Да, это 24/7. Это прям… За што вы жылі? Были определенные накопления, то есть я работал тренером и достаточно неплохо зарабатывал. Ну, соответственно, была очень такая большая подушка безопасности, которая позволяла там, в течение какого-то времени безбедно существовать. Чаму вы вырашылі настолькі шмат часу свайго аддаць менавіта на гэтае валанцёрства? Ці не было вам шкада часу? Это всегда выбор. Это выбор каждого конкретного человека. Вот в соответствии там, со своими какими-то взглядами, ценностями. И вот в тот момент я сделал вот такой выбор. То есть это как такой зов души. Гэта што? Гэта такая любоў да людзей, да медыкаў? Ну, в жизни бывают ситуации, когда ты понимаешь, что есть какие-то ситуации, которые больше и важнее, чем ты, чем твоя там собственная жизнь, возможно. У той момент вы лічылі, што Міністэрства аховы здароўя не можа справіцца з гэтай праблемай? Да, было очевидно, что не только Министерство здравоохранения, но и государство в целом, оно отнеслось к ситуации во время первой волны ковида очень ожидаемо, поскольку мы жили в тоталитарном государстве, и все реакции были обусловлены тем, что как это что-то произошло? Да нет, не может такого быть, мы же все контролируем, у нас же все хорошо. Ну и шли все стадии, там, начиная от отрицания, замалчивания, проблемы преуменьшения. Ну и в целом Министерство здравоохранения как государственная структура было достаточно таким ригидным и очень долго раскручивало свой маховик. А действовать нужно было очень быстро, прямо сейчас. Вы занялись волонтерством в корыстных целях? Нет. І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вам нічога не патрэбна было ўзамен? Увогуле нічога? Толькі каб кормілі обедами? Ну, так получалось, да, на тот момент, что кормили и класс.
А вам хтосьці прапанаваў гэтым займацца, або гэта менавіта толькі вашае рашэнне? В начале 2020 года, в принципе, в Беларуси было такое ощущение того, что скоро произойдут какие-то перемены, причем перемены в лучшую сторону. И в обществе царила такая атмосфера единения какого-то, что ли. И, вот так и получилось, что объединились в тот момент огромное количество людей и государства в том числе. На начальном этапе, если со стороны государства Минздрава было какое-то непонимание, то потом, когда они увидели, что мы действительно эффективно работаем и доставляем абсолютно все законно, прозрачно, там, со всеми товарно-транспортными накладными и документооборотом, они как бы нам не мешали и где-то даже помогали. В тот момент самая острая необходимость была в средствах индивидуальной защиты. Это маски, респираторы разной степени защиты, там какие-то шапочки, бахилы, перчатки, дезинфицирующие средства, медицинское оборудование, пульсоксиметры, мы закупали там даже кислородные концентраторы, средства для обеззараживания помещений. Это был очень широкий перечень всего. Адкуль гэта ўсё вы ўзялі? Так как-то, по волшебству все происходило. Как я уже говорил, в тот период это была атмосфера общего единения, и тогда действительно помогали очень многие бизнесы. Часть из этого была закуплена на те средства, которые люди донатили, а что-то даже удавалось, например, обеды бесплатно давали, там какие-то кафе, рестораны, возили в больницы. Свої гроші менавіта ви укладалі? Да, конечно. А колькі уклалі за гэты перыяд? Может быть, $3,000-4,000, может быть. Гэта за 3 месяцы? Где-то так, наверное. У гэты перыяд ці сварыліся вы з Міністэрствам аховы здароўя? Нет, мы старались абсолютно с ними не конфликтовать, хоть мы и видели их неэффективность в тот момент. Мы занимали такую позицию, что мы аполитичны, мы здесь только для того, чтобы помочь. И это принесло свои плоды, и, соответственно, перед нами не закрывались хотя бы двери. Вы ганарыцеся сабой? За этот проект, да, конечно. Вы искренне хотите помогать белорусским медикам? Да. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Чаму вы дапамагаеце менавіта медыкам? Вы лічыце іх найбольш вартымі дапамогі? После инициативы Buy COVID-19, когда была оказана помощь большому количеству медиков, есть уже определенный бэкграунд. То есть ты общаешься с этой категорией людей, ты их понимаешь, есть определенные связи, знакомства, которые появились за этот период. И вот в самом начале формирования этих фондов солидарности я же пришел изначально и начал заниматься помощью спортсменам вместе с Сашей Опейкиным и с Сашей Герасименей. И мы провели определенную работу, а потом появилась необходимость сформировать точно такой же фонд, но для помощи медицинским работникам. Поскольку у меня был уже свой бэкграунд помощи медикам, я включился в эту работу. Все достойны помощи, просто медиков пострадавших было гораздо больше, чем спортсменов. И я, в принципе, считаю медицинских работников одними вообще из ключевых в обществе, потому что это люди, которые, прямо спасают жизни других людей. То есть от их работы зависит жизнь других людей. То, что происходит в Беларуси с медицинскими работниками, это абсолютно недопустимо. То есть они фактически в роли крепостных крестьян. Я вижу примеры других развитых стран, как там относятся к медицинским работникам. Это действительно одни из самых уважаемых людей в обществе. Гэтага Беларуси не хапае. К сожалению, да, принято так, что медики — это обслуживающий персонал. У них нет прав, у них нет свобод, и они вынуждены жить в таких условиях. Ці падтрымліваеце вы сувязь з медыкамі, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі і працуюць у дзяржаўным секторе? Да, конечно. Что яны вам распавядаюць? Все плохо. Катастрофический дефицит кадров. Медики, кто может себе позволить уехать, уезжают. Многие готовятся к тому, чтобы уехать, учат языки, польский, немецкий. И нет никаких предпосылок к тому, что ситуация в здравоохранении Беларуси будет улучшаться. Ці прапануеце вы там медыкам з'язджаць з краіны? Мы активно никого не призываем это делать, потому что, я лично считаю, что
Мы в том числе несем ответственность за там, жизнь и здоровье граждан Беларуси внутри Беларуси. Чем больше уезжает медиков, тем хуже для людей. Поэтому мы никого не призываем там, открыто выезжать, если нет там, непосредственной угрозы политического преследования. Лічите вы беларускіх медыкаў прафесіяналамі? Безусловно, да. А тых, хто зараз застаецца ў краіне, ці засталіся там добрыя спецыялісты? Конечно, огромное количество осталось хороших квалифицированных специалистов, но число их уменьшается. Дзяржаўны сектор і прыватная медыцына. Ці ёсць адрозненне у медыкаў? Да, конечно. Почему? Ну, с точки зрения уровня оказания медицинской помощи, я думаю, что разница не настолько существенна. В частных клиниках разница в том, что к пациенту относятся иначе, и к врачу относятся иначе. К нему приходят как к специалисту. В частном центре у врача есть больше инструментов и возможностей помочь человеку. То есть если это какая-то поликлиника, то там на прием пациента тебе отводится там 6, 8, 10 минут. Что ты можешь успеть за это время? То бок грошы вырашаюць? Наверное, да. У вас есть подтвержденные данные о том, что в белорусских тюрьмах политических заключенных специально заражают коронавирусом? Да. Есть ли у вас доказательства того, что данные о смертности в Беларуси занижались во много раз? Да. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Якія доказы? Существует ряд расследований, и журналистских в том числе, которые по обрывочным и достоверным данным из разных источников по заболеваемости, смертности и так далее создают картинку, которая позволяет говорить о том, что смертность может быть занижена в десятки раз. Достоверных данных вообще нет ни у кого. Я уверен, что их нет даже у самого Минздрава, потому что фальсификации этих данных происходили абсолютно на всех уровнях, начиная с момента постановки диагноза, когда очень часто человеку просто не делали тест, у него все симптомы ковида, ему не делают тест, соответственно, он не попадает в статистику заболеваемости. Ну ладно, сделали тест, он плюсанул, не засчитали, и всегда эти данные занижали, и причем на каждом уровне, и вплоть до смертности. Я могу привести пример, когда Минздрав тогда еще публиковал статистику о количестве заболевших и количестве умерших, и Минздрав каждый день делал эту цифру, там, 5-7 человек. А мы как бы непосредственно работаем с врачами, причем в красных зонах, и нам говорят, что, слушайте, у нас вот за последние там 3-5 дней, неделю, каждый день в одной больнице умирает 15, 20, 30 человек. Это одна больница города Минска. Вось вы ведалі гэту інфармацыю на той момент, што вы з ёй рабілі? А мы ничего с ней не могли сделать. Ну, типа, кричать об этом, бить во все колокола. Ну, тогда нам бы обрезали любую возможность оказания помощи. Мы бы стали врагами Минздраву, и мы бы не помогли такому большому количеству людей. Вы маеце пацверджаныя дадзеныя таго, што ў турмах Беларусі палітычных зняволеных спецыяльна заражаюць коронавірусам? Да. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Адкуль вы гэта ведаеце? Ну, это свидетельство тех, кто был в камерах. Што яны вам распавядаюць, як гэта адбываецца? Ну, это один из пунктов создания очень сложных, невыносимых условий для политических заключенных. Начиная там от перенаселенности камер, лишением вообще всех возможных прав, которые есть на самом деле у тех, кто находится в местах лишения свободы. Начиная там от прогулок, душа, передач и так далее. И сознательное заражение людей коронавирусом – это еще один пункт в этом длинном списке. Это история с том, что камера перенаселена. То есть если есть там количество коек 5, то в камере, как правило, находится человек 20, если не больше. Часто бывали ситуации, когда там просто стоять невозможно, и чтобы люди спали по очереди, лежали по очереди. А в таких условиях, даже если кто-то один болеет любым там респираторным заболеванием, то заражается вся камера. Гэта зараз, або гэта ў 2020 годзе? И это продолжается и сейчас. То есть есть данные людей, которые выходят вот прямо сейчас, которые говорят, что там ситуация ничуть не лучше. Как вы считаете, фонд медицинской солидарности достаточно помогает белорусским медикам?
Нет. І наш поліграф лічить, що ви відказали нам щиро. К сожалению, всем помочь невозможно. Да? Ресурсы всегда ограничены, и даже если мы посмотрим на уровень репрессий, который идет там с 2020 года, речь идет о сотнях тысяч людей пострадавших. Даже там самые крупные фонды помощи, такие там как Байсол, они не в состоянии просто физически всех охватить и всем помочь. К сожалению, бывают действительно случаи, когда в силу там недостатка каких-то ресурсов, и финансовых, человеческих или просто инструментов, которыми мы можем помочь человеку, помочь не удается. Это первый пункт. Второе, большинство не обращаются даже за помощью. Чому? У белорусов есть какой-то такой комплекс, видимо, что всегда кому-то нужнее, то есть кто-то больше пострадал. Да я еще ничего, мне еще там просто там пару раз дубинкой перетянули, я там посидел, там 15-20 суток, а вот другим хуже. Поэтому мне не нужно помогать, помогите другим. По моим ощущениям, обращаются за помощью порядка, там, может быть, 10-15% только людей. Ці підтримуєте грошима? Да, конечно. Кольки? Индивидуально, опять же. То есть мы смотрим по ситуации, если там семья, дети, то это может быть одна сумма. Плюс у нас есть несколько вариантов, когда, например, человек готов опубличить свой кейс, мы отправляем, например, в Байсол, открываем индивидуальный сбор, и там уже все зависит от человека. Он может поставить там 1, 2, 3, 5 тысяч, и мы информационно его поддерживаем, и удается обычно достаточно быстро собрать сумму. Если человек приходит и говорит о том, что он не хочет ни публичиться никак, то, к сожалению, вот эти общие сборы, которые, в целом направлены на помощь, они очень плохо собирают. И вот уже на протяжении последних, наверное, 1,5 лет очень сложно собирать деньги вот не адресная помощь, а вот в общий котел какой-то, из которого можно брать какую-то сумму и помогать. А ось самая великая сума, яку змогли собрать для медичного працівника? Навскидку там, я думаю, 4-5 тысяч евро мы собирали на и одного отдали человека. Целиком? Да, конечно. Все собранные деньги идут только адресно. То есть фонд не оставляет внутри себя ничего. Присваивали ли вы себе деньги из фонда медицинской солидарности? Нет. Фонд медицинской солидарности когда-либо обманывал белорусских медиков? Нет. И тут у нашего полиграфа есть сомневы. Тут, наверное, вопрос формулировки. Что считать обманом? Обещать что-то одно и не сделать бывает разное. Бывает такое, что, например, мы обещаем человеку помочь там в течение недели-двух, а не удается собрать сумму, и мы там откладываем его кейс дальше, и через какое-то время помогаем. Але бывают ситуации, когда вы нечто обещаете, але это не атрымліваецца. Да, по каким-то объективным выходит причинам. такая вот ситуация. Ці присвоювали вы себе гроши с фонда медичной солидарности? Конечно, нет. Наш полиграф лічить, что вы отказали нам щиро. У нас есть наша зарплатная часть, которая прекрасные наши доноры нам закрывают. Притом, хочу всех разочаровать, там не очень большие суммы, то есть мы вообще не шикуем за эти деньги. А кольки? В разные периоды, начиная там с 2020 года до сейчас, это там от 800 до 1400 евро зарплата в месяц. Вам гэтага хапае? К сожалению, нет, поэтому приходится искать какие-то дополнительные источники. То бок основный доход у вас идет откуль? Часть, как я сказал, это зарплата в фонде, часть это там какие-то сторонние проекты. Это какие-то там консультации, связанные там с тренировками, со здоровым образом жизни, с питанием. Это все то, чем я занимался до 2020 года. Ці лічыце, што вы павінны зарабляць больш у фонде медычнай солидарности? Вообще сектор НГО так устроен, что это очень сложный вообще с точки зрения стресса, очень сложная деятельность. И мне кажется, что это наша белорусская, наверное, такая черта, там, скромность, я не знаю, как это назвать, что, я же, не заслужил, я же вроде ничего не делаю. Я считаю, что в целом зарплаты в этом секторе, особенно если ты живешь в Европе, должны быть выше. Тогда на эти позиции будут приходить действительно там сильные люди, профессионалы, которые знают, за что они получают свою зарплату.
и работают там на все эти деньги. А ось хто донори фонду медичної солідарності? Я не уверен, что я могу называть эти организации, я не буду их называть, но это З чим какие-то зв'язано? институты поддержки НГО, демократических структур. А де вони знаходяться? Евросоюз, США. Чи є бізнесовці, які зараз знаходяться в Білорусі, які допомагають фонду медичної солідарності? Возможно, есть, возможно, нет. Кто ж его знает. А ось є люди, які знаходяться у державному секторі і допомагають фонду медичної солідарності? Я думаю, мое предположение, не утверждение, что внутри Беларуси сложилась такая ситуация, когда любая солидарность, любое проявление какой-то взаимопомощи, оно может быть наказуемо. И я уверен, что есть такие случаи, когда люди просто адресно связываются с человеком, которому нужна помощь, и помогают без участия там, каких-то фондов, инициатив, структур. И в моем понимании это наиболее эффективная ситуация. Это когда минимизируются риски, то есть чем меньше вовлечено людей в цепочки помощи, тем меньше риск для конечного получателя. А гэта знакамітыя люди допомагають так? Кто знает, может быть, это Коля Лукашенко. О, а ви думаєте, що таке магчыма? Я думаю, теоретически возможно все. Я думаю, что Коля — это самый главный оппозиционер в Беларуси. Чому? Возможно, это человек с каким-то не таким ригидным мышлением, как у его отца. И это, в любом случае, человек, который там как-то смотрит за информацией хотя бы, в отличие от его отца. Вы отказывали в помощи репрессированным медикам? Да. І наш поліграф лічить, що ви відказали нам щиро. Що гэта за такие выпадки? Ну, как я уже сказал, к сожалению, мы вынуждены жить в таких условиях, когда ресурсы наши сильно ограничены. И, например, история, когда кейс репрессий невозможно подтвердить документально. Ну, вот просто человек пришел и говорит, вот я пострадал, дайте мне денег. А как-то обосновать или доказать у него нет возможности. Нема папери. Ну, даже не то, что там какого-то документа, а каких-то свидетельств, там, его коллег, например. То есть в случае, когда у тебя нет документального подтверждения, мы можем связаться с его коллегами. Ось фінгал бачимо. А как он получил этот фингал? Ну, кто его знает? Ну, то есть мы очень индивидуально подходим, и вот это моя самая, наверное, больная точка, когда не удается помочь человеку. То есть просто банально не хватает ресурсов. Вот из недавних примеров мы перед Новым годом объявляли сбор для помощи врачам и ограничили только 10 людьми. То есть заявок собрали там около 20, но фактически мы можем помочь только 10 из них. То есть остальных мы ставим просто в очередь, в лист ожидания, что когда у нас появятся там ресурсы какие-то, мы им поможем. А як ви вирішаєте, кому допомогти? Ось їх було 20, а допомогли ви тільки 10. Як ви вирішаєте, що ті 10 більш варті? Ну, у нас мы не мыслим тоже такими категориями, кто-то лучше, кто-то хуже. Во-первых, есть такой критерий, кто первый обратился, да, и второй мы смотрим тоже индивидуально по ситуации. То есть кому-то деньги действительно нужны вот экстренно прямо сейчас, и тогда мы этого человека ставим в приоритет. А бывает ситуация, когда, ну вот человек уже переехал, у него как бы все хорошо, ну вот не мешало бы вот еще помощь. То есть он как бы соответствует критериям, и он может податься на помощь, он подается, и мы ему, безусловно, помогаем, ну, возможно, не в первую очередь. Я хотел бы всем помочь вообще, но вот ресурсы... Як ви лічыце, у бліжэйшыя гады будзе гэты ресурс? Або яго будзе яшчэ менш? К сожалению, сейчас ситуация таким образом складывается, что интерес белорусского общества смещается, вот фокус этого интереса на другие вопросы. Люди закрываются в свои какие-то коконы и все меньше проявляют солидарность. Не в последнюю очередь из-за репрессий, которые преследуют всех, кто так или иначе помогает, донатить. Банально вот массовые репрессии из-за помощи продуктами. Ну что это такое? Ну это вообще абсурд. Один донат гэта колькі у асноўным? Разные суммы. Самый маленький, ну это там может быть 3-4-5 евро, и приходили некоторые суммы, там 500 евро, может быть, донат.
Гэта самы вялікі 500 евро. Ну, навскидку, да, наверное. Агулам штомесяц колькі можа прыходзіць? Разные вообще суммы. В месяц может прийти и 10 евро в сумме. А бывает, когда мы объявляем какую-то кампанию помощи, мы ее информационно как-то поддерживаем, тогда удается собрать там несколько тысяч, может быть. А наколькі беларускаму медыку небяспечна звяртацца за дапамогай? Ну, в Беларуси ситуация сложилась таким образом, что, в принципе, всем пострадавшим от репрессий сейчас достаточно небезопасно находиться вообще в Беларуси, потому что эта категория людей максимально подвержена и последующим репрессиям. То есть есть много случаев, когда приходят по несколько раз, если ты уже где-то засветился. Есть структуры помощи, которые помогают безопасно, и не было там случаев, когда кого-то принимали за это. Поэтому, ну, существуют механизмы, как обратиться и как безопасно получить эту помощь. Представим ситуацию. Если Лукашенко будет серьезно болен, вы окажете ему медицинскую помощь? Да. Вы бы хотели работать в Минздраве Беларуси? Да. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. А што б вы там рабілі? Поскольку я считаю, что любой чиновник, он должен быть в большей степени профессионалом в менеджменте, ну и в том числе разбираться в той сфере, которую он курирует, то я в последние годы так получилось, что я прокачиваю скиллы свои именно в менеджменте, но у меня нет какого-то серьезного медицинского бэкграунда. То есть я не медик, я с медициной очень опосредованно сталкивался, то есть я занимался там реабилитацией после травм на последних стадиях каких-то, когда уже разрешены какие-то упражнения, УФК и так далее. Но мне эта сфера очень интересна, и я вижу большую перспективу в том, чтобы заниматься профилактикой именно различных заболеваний, пропагандой здорового образа жизни, профилактикой там, обследований различных заблаговременно. И, в принципе, того, чтобы люди относились к своему здоровью как к какой-то ценности, а не как к расходному материалу. Потому что я тоже отслеживаю, как это происходит в разных странах, и у них огромное количество ресурсов тратится именно на профилактику. То есть гораздо легче человека не допустить развития какого-то заболевания, чем его потом лечить. Уявім сітуацыю, што Лукашенко сур'ёзна хворы і мае патрэбу ў вашай медычнай дапамозе. Ці акажаце вы яму тую дапамогу? Да. І ў нашага поліграфа ёсць сумневы. У меня у самого есть сомнения, но я ответил на этот вопрос «да». Тут очень много зависит от контекста. Давайте разбираться. Я, в принципе, человек, проповедующий какие-то гуманистические ценности, верховенство права, закона и так далее. И мне хочется, чтобы все было вот в этих рамках. Если я вдруг окажусь в ситуации, когда мне необходимо будет спасти чью-то жизнь, и я смогу ее спасти, я постараюсь это сделать. Но есть очень много разных допущений, которые будут зависеть вот прям от ситуации, в которой мы будем находиться. В данном контексте вот этого вопроса я попытался представить эту ситуацию. Следуя своим каким-то гуманистическим убеждениям, я постарался бы оказать помощь. Но, к сожалению, события последних 3,5-4 лет, они оставляют все меньше и меньше во мне вот этого гуманизма. И в том числе и война в Украине, и все те события, вся та жестокость немотивированная, которые проявляли и проявляют сотрудники силовых структур и государства в отношении простых беззащитных, безоружных граждан. Вот я очень сильно борюсь с тем, чтобы встать на темную сторону, которая проповедует какие-то ценности, отличные от гуманистических. Поэтому я пока все еще на светлой стороне. Але вы вагаетесь. Да. Все очень зависит от ситуации. Я бы хотел его спасти, чтобы он дожил до справедливого суда по закону. Вас когда-нибудь пытались подкупить белорусские власти? Нет. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вас затрымлівалі ў 2011 годзе, так? Да, несколько раз.
потом 2012-2014. За ўвесь гэты час вас ніколі не спрабавалі падкупіць? Нет. Ну, дело в том, что, мне кажется, власти Беларуси не действуют путем подкупа, а может быть и действуют, но это в отношении там каких-то людей, которых можно подкупить. У нас, к сожалению, репрессии развиваются по сценарию, как бы мы тебя бьем, мы тебя сажаем, мы тебе как бы даем срок. То бок заўсёды гэта было нейкае збіццё. Конечно. У нас же все только через насилие идет. А што адбылося з вами ў 2020 годзе? 10 августа я с другом выехал на машине в город, чтобы поездить, посмотреть, что происходит в принципе в городе. Потому что все выборы до этого, которые происходили, заканчивались тем, что в день выборов идут протесты разгоняются, на следующий день тишина. Никто не выходит, ничего не происходит. И было интересно, что вообще происходит в городе. Мы катались, смотрели, видели огромное количество там техники, силовиков и так далее. И в какой-то момент мы заехали во двор за галереей, и нам дорогу перекрыл бусик, оттуда выскочили ОМОНовцы, нас, короче, запаковали, повязали, отвезли в РВД, по-моему, партизанский. И там продержали какое-то время на коленях, мы стояли лицом в пол. Потом нас подняли, спустили в актовый зал. В актовом зале мы сидели, и там нам очень сильно повезло, что на тот момент находились сотрудники, которые не давали очень жестко там избивать и пытать людей, и мы просто там всю ночь сидели. А на утро, когда нас начали выводить во двор для того, чтобы отвезти в Жодино, уже тогда я как бы понял, что нас сейчас будут бить. Потому что стоял взвод ОМОНовцев в балаклавах с дубинкой. Нас поставили всех лицом к стене, стяжки за спиной и начали по одному закидывать в автозак. Параллельно выстроились в такой ручеек и всех, короче, лупили. Закидывали на пол автозака и там еще прям очень хорошенько всех дубасили. Дубасили тогда так, что были люди, которые теряли сознание, и вот так вот нас в несколько слоев выложили на полу автозака, стали с двух сторон на лавки и прям метелили. Я не знаю, сколько это времени продолжалось, но прям по ощущениям достаточно долго. И потом повезли в Жодино. По дороге я прям даже отключился, потому что травма, очевидно, там ЧМТ было, и меня тошнило, когда меня привезли в Жодино. В Жодино было отношение, на удивление, достаточно лояльное, хоть было огромное количество людей, то есть камеры были перенаселены. Нас вначале закинули в прогулочный дворик, в котором мы там просидели несколько часов без воды, без туалета, все избитые, все там в полуобморочном состоянии, истекающие там кровью, в синяках. Потом закинули в камеру, тоже перенаселенную, то есть там была камера на 10 человек, нас там было 30 там с чем-то. И вот так вот 3 суток я провел, потом все, открылись двери, нас начали выводить, отпускать. З якими травмами вы вышли оттуда? ЧМТ, подвывих шейного позвонка, гематомы по всей спине, были перебиты нервы где-то вот в районе вот здесь, и так, что у меня там несколько месяцев правая рука не поднималась выше плеча. Белорусские медики оказывали вам допомогу бесплатно? Да. Вы передавали данные о белорусах силовым структурам Беларуси или России? Нет. Вам предлагали сотрудничество силовые структуры Беларуси или России? Да. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Калі? Пры якіх умовах? Да, это был 2011 год, когда вот происходили молчаливые акции протеста. И в тот момент это было мое, по-моему, второе задержание. Первый раз меня задержали, закинули на Крестина, продержали до суда, был суд, выпустили. Второй раз меня уже задержали и отправили на сутки. Я сидел на сутках, и вот, да, меня выдернули сотрудники в кабинет, очень активно мне предлагали
какое-то сотрудничество с ними. А якое? Что вы повинны были робить? Но в тот момент им казалось, что все эти протесты, они инспирированы извне, что это происки Запада, и они искали какой-то западный след. Их на самом деле интересовала больше всего информация о каких-то там моих связях, кого я знаю, там из оппозиции и так далее, и так далее. Поскольку я не знал вообще никого, я был вообще не из этой тусовки, можно сказать, человек, который пришел в протесты на какой-то волне там какой-то солидарности и того, что происходило, там обвал рубля, рост цен и так далее, и так далее. Ну и мне нечего было им предложить. Ну, то есть, соответственно, я для них не представлял никакого интереса, и я им дал это четко понять. Як? А включил, во-первых, дурачка, ну, говорил, что типа, ну, как бы, а что, а я? Ничего, я вот так, как я? Я нет, я ничего не знаю. Причем они мне предъявили там какие-то достаточно серьезные обвинения, чуть ли там вплоть угрожали серьезными статьями. То есть у них была полная уверенность, что протесты инспирированы как-то извне, что за этим стоят какие-то агенты Запада и так далее, и так далее. И они хотели, чтобы вы были их агентом? Возможно. Они думали, что я вот типа им сейчас расскажу, как вот были организованы эти все протесты. То есть в их картине мира невозможно, чтобы вот люди стихийно как-то что-то там начали протестовать. Ці передавали вы дадзеныя пра беларусаў сілавым структурам Беларусі або Расіі? Нет. І наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Вам нравится творчество Маргариты Левчук? Да. У вас были романтические отношения с Маргаритой Левчук? Да. Вы виноваты в разрыве отношений с Маргаритой Левчук? Нет. Вы бы хотели вернуть отношения с Маргаритой Левчук? Нет. Ці падабаецца вам творчасць Маргарыты Левчук? Мой любимый блок вопросов сейчас будет. Так. Да, она очень хорошая оперная певица, и прям она молодец. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Якая ваша улюбёная кампазіцыя? Мне сложно выделить какую-то одну композицию. Ну, мне, в принципе, она очень нравится как оперная певица. Я был на многих ее выступлениях и в Литовской опере. И она, ну, прям очень круто поет. Она профессионал в этом. Ці куплялі вы квіток на гэтую оперу? Нет. Воспользовался служебным положением. У нас было пытанне, ці былі ў вас романтычныя адносіны з Маргарытаю Левчук? Вы Да. адказалі так. Да. Наш поліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Да. А калі яны пачаліся, колькі яны доўжыліся? Это вообще интересный контекст, потому что, ну, это не было секретом, что у нас с ней были какие-то взаимоотношения, но они уже закончились достаточно давно, еще в 2022 году. Мы сохранили достаточно, ну, такие теплые дружеские отношения, расстались на нормальной ноте, не было какого-то скандала. Вот, просто в какой-то момент мы поняли, что, ну, вот, нам порознь лучше, чем вместе. Цудоўна. У нас было пытанне, ці вінаваты вы ў разрыве адносінаў з Маргарытаю Левчук? Вы адказалі, Нет. а хто вінаваты? Как в любых вообще отношениях виноваты вообще типа оба. То есть с одной стороны. Но и с другой стороны, и оба тоже не виноваты в том, что ну вот так сошлись звезды, так получилось, что ну вот не получилось. История с любыми отношениями между людьми, она связана с тем, что каждый берет на себя какую-то там часть ответственности, обязательств. Говорить о том, что виноват кто-то один или не виноват, всегда виноваты как будто бы оба. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И в то же время в наших отношениях не было такого, что вот прям кто-то что-то сделал плохое, кто-то виноват, и вот мы поэтому расстаемся. А хто быў ініцыятарам? Кто был инициатором? Да мы просто сели, разговаривали и вот поняли, что лучше мы расстанемся на хорошей ноте, чем это в дальнейшем будет приводить к каким-то там конфликтам, недопониманиям или еще чему-то. Колькі вы былі ў адносінах? Ну, где-то там полгода, может быть, чуть больше. Зараз вы можете Маргариту назвать своей сяброўкой? Наверное, да, но мы с ней, не скажу, что прям общаемся за последний год. Вот прям мы не виделись, не общались. У нас было пытанне, вы хотели бы вернуть адносіны з Маргарытаю? Вы адказалі? Нет.
І наш паліграф лічыць, што вы адказалі нам шчыра. Андрэй, гэта былі ўсе пытанні. Дзякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Дзякую вам вялікі за вашу шчырасць. Дякую вам. У нас у гасцях быў Андрэй Ткачоў, сузаснавальнік BuyMedSoul. Гэта была праграма «Шчыра кажучы» і я вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Наступны раз паліграф пройдзе спявачка і тэлевядоўца Кацярына Ваданосава.